Книгу о детях войны села Улаханан выпустили в Хангаласском Улусе. Ученики 5-11 классов и учителя 2-й Мальжигарской средней школы имени Матрёны Егоровны Васильевой воплотили в жизнь проект «Сери Оголоро. Дети войны». Результатом их инициативы стало издание 70-страничной книги, где они осветили жизнь и быт 26 детей войны родного села. Ежегодно глава Хангаласского Улуса учреждает для школьников денежные гранты в размере 30 тысяч рублей на реализацию социально значимых проектов. В 2019 году обладателями гранта стали ученики 2-й Мальжигарской средней школы. Глава Хангаласского Улуса поддерживает детское движение и вот каждый год награждает грантом в размере 30 тысяч рублей лучшие школьные проекты Хангаласского Улуса. Мы хотели поучаствовать и призадумались, что можно сделать за эти 30 тысяч. И я, как будучи журналистом, предложила своим ребятам, активистам сделать проект о создании книги «Сери Оголоро» о детях войны, которые живут и прописаны в селе Улаханан. Итак, мы в апреле уже участвовали в конкурсе проектов и выиграли, и уже началась работа над проектом. Список детей войны предоставила нам администрация Мальжигарского 2-го наслега, а также они поддержали нашу идею, и 8 мая они подарили всем детям войны сувенирные подарки. Это чашки с надписью «Дети войны». Под руководством Надежды Громовой началась работа по сбору и обработке материалов для книги. К нам присоединились учителя нашей школы. Это учителя гуманитарного цикла, это классные руководители, социальный педагог, учитель ИЗО, библиотекарь, работник музея. И мы начали в составе 8 учителей и 33 учащихся работу над проектом. Мы вооружились блокнотом, ручками, фотоаппаратом, диктофоном и побывали в гостях у наших дорогих ветеранов. Брали у них интервью, фотографировали, снимали их повседневную жизнь на видео. Из отснятых видеоматериалов затем был сделан трогательный ролик, который показали на презентации книги. Но главной целью было задокументировать биографию жизни 26 детей войны. Каждому ветерану была представлена группа из нескольких ребят и 1 педагога. Илья Гурьев и Лилия Федорова были в числе ребят, которые брали интервью у детей войны. В создании книги «Дети войны» я внес вклад, брал интервью у Елизаветы Константиновны Харитоновой. А как это все происходило? То есть ты сам с ней созванивался? С руководителем и с друзьями. Мы к ней пошли. Там. Я брал интервью, задавал вопросы. Ребята Коля, Конан. Коля снимал видео, а Конан – это диктофон. Запомнилось, что они жили на острове Ары. Там они жили в доме, а там каждый год прибывала вода, и они вынуждены были жить на крыше. А она помнит, что у них даже одежды не было, игрушек, они играли догонялки и без игрушек. Написала материал про ветерана блокадного Ленинграда Плецер Екатерину Александровну. Она рассказала нам, как они переехали сюда, и рассказала, как она училась, работала и создала свою семью. Мы фотографировали, снимали видеоролики и брали интервью. Вот ты как брала интервью? У тебя был свой диктофон или на телефоне?
На телефоне мы включали диктофон и записывали нужные материалы. А вопросы как готовили? Вопросы у всех были одинаковые. Например, как они играли, как учились, кем, такие вопросы. Одним из героев книги стал Василий Иванов. Он родился в селе Улаханан в 1942 году. В силу своих малых лет годы войны не помнит, но припоминает последующие годы, когда с войны возвращались односельчане. У Василия на войну были призваны старшие братья. Половина из них так и не вернулась. В 1949 году он пошел в школу, но отучился всего 3 класса. Помогал взрослым в колхозе, в летнее время ходил на сенокос. Окончил курсы трактористов в СПТУ-1 в Якутске. Намного не проработал по специальности. Стал кадровым охотником. Работал полную силу до того, как в 1978 году не потерял руку. Стал инвалидом. Ушел на пенсию. Сейчас веду домашнее хозяйство. Кормлю своего пса, но и охочусь понемногу. Состою в охотобществе Кетеме. Конечно, я рад тому, что издали такую книгу. Это ведь память. Внуки мои прочтут, вспомнят. Наши жизни и судьбы описаны в этой книге. В отличие от Василия Иванова, Дария Федорова отчетливо помнит те страшные годы. Она родилась в 1933 году также в селе Улаханан. Кровного отца мобилизовали на добычу золота, когда мать была беременна ею. Вскоре отец отправил весточку со словами «Я решил остаться здесь, стройте свою жизнь без меня». Мать Дарии вышла замуж во 2-й раз за вдовца с 2 дочерьми и переехала в соседнее село Иланка. К сожалению, через некоторое время она умерла при родах, младенец также не выжил. Дарии было 5 лет. Отчим женился в 3-й раз. В 6 лет Дария начала помогать мачехе пасти скот. В 1942 году, в начале войны, когда Дарии было 9 лет, трагически погиб отчим, неудачно упав с лошади. Остались мы с сестрами круглыми сиротами. Одна сестра работала дояркой, другая пасла коров вместе со мной. В то время коров доили 4 раза в день. Днями и ночами я следила за скотом. С момента таяния снега и до первых заморозков я ходила босиком. Еды не было, одежды тоже. Ловили рыбу и питались этим. Из муки делали кашу, дрова кололи сами, точнее, не кололи, а пилили. Из коровьей шкуры мастерили себе обувь. Сиротская участь нелегкая была. С наступлением осени переезжали на остров, шили варежки для солдат, находящихся на фронте. Отправляли им масло через ямщиков. Шли 12 километров до почтовой станции в Еланке, чтобы сдать масло. В 1944 году я впервые пошла в школу. Русский совсем не знала. В итоге окончила только 3 класса. Поразительно, но факт. Дарии Федоровой приснилось окончание войны. Однажды в январе 1945 года мне привиделся сон, будто дерутся 2 петуха. Наш был огненно-красным, и он победил. Крик радости вырвался из меня сквозь сон, и я разбудила домашних. Помню, сестра сильно разозлилась и отхлестала меня веткой. Я пыталась ей объяснить про сон, просила прощения, но она не слышала меня. Тетя ее остановила. После войны Дария работала уборщицей на почте, ветеринаром, затем дояркой. Получила звание «Лучшая телятница Якутской СССР». Родила и воспитала 8 детей. Сейчас у нее 19 внуков и 12 правнуков. Конечно, рада, что помнят о нас. Мы умрем, а наши внуки будут читать эту книгу и вспоминать. Я приобрела целых 7 экземпляров, чтобы раздать своим детям. Всего тираж книги составил 100 экземпляров. В канун Нового года в торжественной обстановке в здании 2-й Мальжигарской средней школы состоялось вручение книг главным лицам – детям войны.